Хайырлы күн, добрый день. Жанисәп оңайынан тарих институты әзерләгән китапны һәм анимацион роликны тәкъдим итүгә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең матбугат конференциясе 2 дәүләт телендә барачак. Итак, у нас состоится презентация анимационного ролика «Татары. Единство в разнообразии» и книги «Татары в переписях населения», подготовленных Институтом истории имени Шикабутдина Марджани, Всероссийской переписи населения. И я представляю наших гостей. Заместитель директора Института истории имени Шикабутдина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, кандидат педагогических наук Марат Мингалевич Гибаддинов, ученый-секретарь Института истории, кандидат исторических наук Алексей Сергеевич Ушуев, заведующий отделом междисциплинарных исследований Института, кандидат исторических наук Бахтияр Искандерович Измайлов. Мен бірінші сөзіне тәқдим итәм башларга Марат Мингалевич институтның жанисәп вакытындагы эшчәнлеге белән таныштырып китсәгез иде. Бик зур рәхмәт. Безнең институт инде башланган жанисәбе әзерлекне шактый күптән башлап җибәрде һәм бу юнәлештә бик күп эшләр эшләнде. Беренчесе инде иң әһәмиятлесе сезгә таныш булган, без аны презентациясын бирдә уздырган идек. Бу Татар Уфимского уезда дигән безнең китабыбыз, әлбәттә. Ул инде шактый популяр басма булып чыкты. Аны төрле төбәкләрдә яшәгән безнең татар тарихчылары, төбәк тарихчылары бик актив кулланалар. Хәтта үзенең нәсел тарихын өйрәнергә теләгән аерым шәхесләр дә актив кулланалар. Шулай ук бүген тәкъдим иткән фәнни популяр китабыбыз «Татары в переписи населения» әйтеп узасым килә. Һәм инде китаплар гына чыгару түгел, без бу җанисәп алуга әзерлек юнәлешендә берничә күләмле конференциялар уздырдык. Актанышта, башка төбәкләрдә түгәрәк өстәлләр, җирле тарихчылар белән, төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән очрашулар узды төрле төбәкләрдә, Татарстанда һәм татарлар күпләп яши торган төбәкләрдә. Һәм инде шулай ук май-июнь айларында безнең институт махсус Татарстанның көнчыгыш районнарында яши торган безнең төбәк тарихчылары өчен махсус практик семинарлар уздырды. Авыл тарихын, төбәк тарихын, гаилә тарихын өйрәнүне ничек башларга, документларны каян табарга, нәселләргә игътибар итәргә. Менә бу бөтен сорауларга без бу практик семинарлар барышында җавап бирергә тырыштык. Һәм инде даими рәвештә безнең популярлаштыру эше алып барыла. Безнең YouTube каналларыбызда, безнең Дзен каналларыбызда татарларның төрле этник төркемнәренә багышланган материаллар куелды. Шулай ук турыдан-туры җанисәпкә бәйле материаллар куелды. Һәм инде менә бүгенге безнең презентацияга чыгарылган ике әйберебез, ике җиңүчебез, бер яктан алар бер-берсенә охшамаган булса, анимацион фильм һәм фәнни популяр китап, әмма алар шулай ук менә бу җан исәпкә бәйләнгән, чөнки без беләбез, менә бу җан исәпне алу вакытында бик четыркы мәсьәләләр барлыкка килде. Ул беренчесе тел мәсьәләсе, икенчесе туган тел мәсьәләсе, икенчесе милли үзаң мәсьәләсе. Һәм инде без беләбез, милли үзаңның нигезендә безнең борынгы тарихи үткәнебез тора. Чөнки кая гына яшәмәсәк тә, татарлар нинди генә җирли үзенчәлекләре булмасын, анда киемдәме, сөйләмдәме, ризыклардамы, безне барыбызны да бергә берләштерә торган уртак тарихыбыз, уртак мәдәни мирасыбыз бар. Һәм менә бу роликта без моның турында да сөйләргә тырышкан идек. Рахмет. Алексей Сергеевич, расскажите нам, пожалуйста, про эту книгу «Татары в переписях населения». Значит, творческим коллективом института мы подготовили такую книгу «Татары в переписях населения».
Дело в том, что вообще история переписи, вообще перепись населения, она вызывает у населения определенный интерес все равно, потому что на фоне проведения нынешней всероссийской переписи населения люди задумываются, зачем вообще нужна перепись, когда ее проводят, там, почему ее проводят и так далее. Вот. И мы, учитывая, что этот вопрос очень имеет большое значение, актуальное на сегодняшний день, мы решили в простой и популярной форме рассказать людям о том, что такое перепись, почему она проводится, зачем проводится, когда проводились переписи населения, как учитывалась численность и динамика населения в разные исторические периоды, и показали историю кратко, в простой популярной форме, историю демографического развития татарского народа на протяжении достаточно длительного времени, с середины XVI века до века 21, до начала 21 века. И фактически на этом протяжении исторического периода мы показали, как на протяжении времени менялась численность населения татарского, его расселение по разным регионам, странам и так далее. Показали, как развивалась татарская семья, рождаемость там, и так далее. Да? Вот такие важные актуальные вопросы. Причем, учитывая, что вообще демографическое развитие и история демографического развития народов вопрос достаточно сложный, проблемный и такой с массой подводных камней, мы постарались в максимально сжатой и в максимально доступной для понимания широкой аудитории форме рассказать об этом. Вот. Ну, насколько это удалось судить читателям, книга есть, издан тираж 1000 экземпляров, и также книга доступна на сайте, у нас есть ссылка. Любой желающий может скачать в PDF формате с сайта нашего института эту брошюру. Татаровед РФ, там в разделе библиотека можно зайти, я так точно не знаю, это прям адрес, но да, любой желающий, да, в разделе библиотека может зайти, скачать, ознакомиться, там, прочитать и так далее. Вот. Я думаю, что достаточно интересное получилось издание, и может быть интересно, просто даже любому вообще интересующемуся чем-либо человеку, грамотному и так далее, и тем более на фоне переписи, почитать, познакомиться, как развивался татарский народ, как менялась его численность. Это то, что зафиксировано в документах, то, что изучено нашими учеными. В принципе, вкратце все у меня. У нас еще, наверное, вопросы будут. Мы сейчас предлагаю посмотреть ролик, подготовленный институтом. Татары – второй по численности коренной народ Российской Федерации. По данным переписи 2010 года, в России насчитывается 5 миллионов 310 тысяч татар. Почти 3/4 всех татар проживают за пределами Татарстана. Сегодня татар можно встретить практически во всех регионах России и многих странах мира. Одни регионы были традиционным местом проживания, а другие заселялись в разные исторические эпохи. Особенно много татар проживает в бывших советских республиках – Узбекистане, Казахстане, Украине, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, Белоруссии и странах Прибалтики. Крупные группы татар имеются в Румынии, Турции, Польше, Болгарии, Китае, США, Финляндии, Германии, Австралии, Дании и Чехии. И это неудивительно. Динамизм и мобильность всегда были присущи татарам. Испокон веков они являлись частью западного мира на востоке и востока на западе. И все же большинство татар считает Россию своей родиной. Территория проживания татар охватывает европейскую часть страны, Волго-Уральский регион, Сибирь и Дальний Восток. Самая многочисленная группа татарского народа сосредоточена в Волго-Уральском регионе. Здесь насчитывается свыше 4 миллионов татар. В Республике Татарстан 1 миллион 765 тысяч человек и Республике Башкортостан 1 миллион 120 тысяч человек. Ученые выделяют 3 основных группы татар – волго-уральские, сибирские и астраханские. К татарской нации относятся и кряшины – православная группа татар. Многообразие – огромный потенциал всего татарского народа. Что же объединяет миллионы татар по всему миру? Что значит сегодня быть татарином? В первую очередь это история и происхождение. Татары – одни из древнейших народов. Татары создавали могущественные государства и великие города, прокладывали континентальные торговые пути, создавали выдающиеся произведения духовной и художественной культуры.
Первое письменное упоминание имени татар относится еще к середине VI века в эпоху тюркского каганата. Название было зафиксировано в форме «отус татар», то есть 30 татар. Под этим термином имелись в виду 30 татарских родов Центральной Азии. Уже в X-XII веках в Монголии и Северном Китае существовал целый ряд татарских государств. Вся эта территория в источниках получила название Дашт и Татар, или Татарская степь. В начале XIII века татары оказались в составе монгольского государства во главе с Чингисханом и участвовали в его военных походах. Ключевым этапом татарской истории стал период существования Золотой Орды в XIII-XIV веках. Золотая Орда – великая татарская держава, повлиявшая на историю и культуру евразийских народов и мировой цивилизации. В этом государстве произошло утверждение большинством тюркских народов названия «татары». Оно являлось символом знатности и могущества, употреблялось для обозначения военного сословия и элиты общества. Не случайно на Руси, в Европе и странах мусульманского Востока все население Золотой Орды называли татары. К середине 15 века Золотая Орда распалась на несколько самостоятельных ханств – Астраханское, Казанское, Крымское, Сибирское, Касимовское, Большую и Ногайскую Орду. В них татарская культура получила свои региональные особенности. Поэзия, знаменитая кожаная мозаика, ювелирное искусство, шамаили – все это заслуги того времени. Все татарские государства имели тесные культурные и дипломатические связи. После присоединения в XVI веке Поволжья, Приуралья и Сибири к России произошло культурное и языковое сближение всех татар. Ядро будущей татарской нации сформировалось в Среднем Поволжье. Значительная часть знатных татарских родов органично влилась в состав элиты и военного сословия России. Татарские корни имеют известные дворянские роды – Апраксины, Акчурины, Бибиковы, Юсуповы, Карамзины, Тенишевы и многие другие. В XVIII-XIX веках татарская национальная буржуазия достигает больших успехов в коммерции и производстве. Имена предпринимателей Юнусовых, Апанаевых, Аитовых, Кусаиновых, Сайдашевых были известны на всю Россию. Купец Ахмед Хусаинов продавал свою продукцию в Берлине, Лондоне, Париже и Стамбуле. Во многом благодаря им во второй половине 19-го, начале 20 века происходит подъем татарского национального движения в Российской империи. Происходит становление национальной литературы, театра, музыки, архитектуры и изобразительного искусства. Уже к началу 20 века татары являлись сложившейся нацией. В 1905 году возникает первая татарская политическая партия Иттифак аль-Муслимин – Союз мусульман. Звучит неплохо. В 1905-1907 годах проводятся всероссийские мусульманские съезды, которые берут курс на создание национально-культурной автономии татар. С появлением Татарской республики в 1920 году татары получают свою государственность в составе России. В 1926 году татарами считали себя 88% татарского населения европейской части СССР и Сибири. Бесценным наследием всех татар являются татарский язык, национальные традиции и обычаи. Как подчеркивал еще в конце 19 века просветитель Исмаил Гаспринский, сила народа в единстве языка, мыслях и действиях. Татарский язык – главное культурное достояние татар всего мира. Он второй по количеству говорящих на нем язык в Российской Федерации. Что такое? Язык формировался вместе с татарским народом, опираясь на богатое письменное наследие тюркских средневековых государств. Любимой книгой многих поколений татар была поэма XIII века «Сказание о Юсуфе» поэта Кулгали. Татарский язык был языком межнационального общения на просторах Евразии на протяжении 15-17 веков, о чем свидетельствуют многочисленные дипломатические документы. В 1778 году в Москве была издана азбука татарского языка Сагита Хальфина, первый учебник татарского языка для русских. В 1800 году в Казани открывается азиатская типография для печати книг на татарском. Татарская книга распространялась среди всех тюрко-мусульманских народов Российской империи. Начало 20 века стало золотым веком развития татарской культуры. Творчество Тукая, Исхаки, Ибрагимова, Амирхана и других поэтов и писателей формирует золотой фонд татарского художественного слова. В Казани возникает первый татарский театр, в котором расцветает талант Кариева, Тинчурина, Гизатуллиной и Волжской. Большой успех имеют выступления первых татарских музыкантов и композиторов Габаши, Латыпова, Ярулина. Открываются типографии в Казани, Оренбурге, Уфе, Астрахани, Санкт-Петербурге, Стерлитамаке. В 1905-17 годах в России выходило 62 газеты и более 30 журналов на татарском языке.
Выпущено 1191 оригинальное издание, 798 названий книг, более 307 авторов общим тиражом около 4 миллионов экземпляров. На татарский язык переводят произведения Гюго, Шекспира, Марка Твена и братьев Гримм. Вершиной татарской поэзии стало творчество Габдуллы Тукая, наполненное патриотическими и гражданскими чувствами. Отличительной чертой татарской культуры является ее открытость миру. Особенно ярко это проявилось в самобытном народном празднике Сабантуе, в котором отражены обычаи и обряды татар. Любимый праздник татар Сабантуй – символ национального единства и дружбы. Это своего рода Олимпийские игры по-татарски. Наиболее раннее упоминание о празднике относится к концу XIII века. Самым популярным видом состязаний на Сабантуях является национальная борьба. В 20 столетии Сабантуй воспринимается как национальный праздник татарского народа. С 2001 года в России проходит федеральный Сабантуй в крупных регионах проживания татар. Каждый год для проведения фестиваля выбирается новый город. Сабантуй проходит не только в России, но и по всему миру. В Нью-Йорке, Сан-Франциско, Берлине, Монреале, Торонто, Праге, Стамбуле, Париже и многих других городах. Но самые масштабные и веселые торжества все равно в Казани. В праздновании Сабантуя в разное время принимали участие все президенты России. Борис Ельцин во время Сабантуя в городе Арске разбил битый горшок с первого удара. Дмитрий Медведев выковал себе подкову на счастье. А Владимиру Путину удалось достать монетку из чана с катыком. С 2000-х годов обсуждается возможность включения Сабантуя в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Важнейшей частью духовной культуры является ислам. Ислам был принят предками татар в качестве государственной религии в 922 году. Укрепление позиций ислама и мусульманского духовенства произошло с образованием самостоятельных татарских ханств – Астраханского, Казанского, Крымского и других. При этом ислам в течение многих веков способствовал формированию принципов сосуществования между представителями различных конфессий. Важным событием стал указ 1788 года Екатерины II о создании в Уфе Магометанского духовного собрания. Мусульмане России получают собственное религиозное управление и официально признанное мусульманское духовенство. Татарские просветители и богословы Габданасир Курсави, Каюм Насыри, Хусаин Фаизханов, Шагабуддин Марджани, Ризаэддин Фахреддинов, Галимджан Баруди, Зия Камали, Муса Бегиев стали широко известны по всему миру. Сегодня Татарстан – один из центров российского ислама и мусульманского образования. В 1992 году здесь появилось Духовное управление мусульман Республики Татарстан. В 1998 году в городе Казань открылся Российский исламский институт. В 2018 году открылась Болгарская исламская академия, высшее учебное заведение и научно-богословский и образовательный центр всероссийского значения. Татар невозможно представить без Татарстана, сердце татарской нации. Татарстан – это исторический, культурно-духовный центр для всех татар мира. Республика является флагманом экономического, культурного, инновационного, научно-образовательного развития среди регионов Российской Федерации. Она стала исторически сложившимся центром развития татарского языка и культуры, поддержания идентичности и единения татарского народа. А тысячелетняя столица Казань – центром притяжения, ядром его этнокультурного развития. Но важно помнить, что сохранение и развитие нации зависит от самих татар. Мы сами – творцы нашего будущего. Спасибо. Махпеш Искандарович, вот расскажите, пожалуйста, кто подготовил ролик, какие цели вы поставили перед собой при подготовке ролика? Здравствуйте. Да, ролик мы готовили совместно с фирмой «Теория» во главе с Эльдаром Аюповым. Вот наша коллаборация совместно подготовила несколько роликов на различную тематику и по истории татар, краткой истории татар, по истории Казани, истории ТАССР. Ну и вот возникла идея создать ролик, который бы показал, в чем состоит единство татарской нации, и особенно актуальным это стало на фоне проходящей переписи. И для нас было важно показать, что же объединяет всех татар по всему миру. И вот на основании социологических опросов сотрудники нашего института проводили опросы, которые показали, что для большинства татар, например, по России, основными такими критериями единства татарской нации является общность происхождения, язык, культура,
ну и, собственно, вот сам Татарстан. Поэтому в ролике мы постарались представить вот эти основные стержни татарской нации. И постарались в такой популярной, легкой форме анимационной показать, как эти стержни формировались и за счет чего они создают вот единую татарскую нацию. Ну и само название название ролика «Татары. Единство в разнообразии» мы хотели как раз подчеркнуть, что несмотря на то, что татары проживают в различных регионах России и в различных уголках мира, при этом каждый татарин ощущает единство своего народа, своей нации. И для нас важно было как раз это подчеркнуть в этом ролике. Естественно, тема была вот достаточно сложная и обширная, поэтому мы постарались, конечно, максимально сжать ее в такой небольшой вариант в течение 10 минут. Желательно, мы, конечно, хотели уместиться и сделать более краткий ролик, но, к сожалению, как решили, что лучше показать максимально полно вообще вот эти все аспекты формирования татарской нации, нежели упустить какие-то основные важные детали. Кроме того, мы вот в своем ролике ориентировались на изданную в прошлом году стратегию развития татарского народа, стратегию будущего, которая была подготовлена Всемирным конгрессом татар. И там действительно тоже те же самые критерии были положены в основу формирования татарской нации. Ну и вот мы в своем ролике как раз постарались развить эту тему и показать, как происходило вот это единение нации на протяжении ее длительной истории. Спасибо. Давайте переходим к вопросам. Пожалуйста. Халилул Шамиль, Татар-Информ. Вы извините, или я не заметил, или это действительно нет, но Муса Джалиль был в этом ролике или нет? Был, да? Извините, тогда я просто... Спасибо. Ая? Шахри Козан, Шарапова. Біріншіден, қойшан шықты бұл роликайымы, һәм нинди аудитория қарады. Мен ойлайым сыңға қалмадық мекен екен деп. Чөнки бик күптән бара сүзләр, һәм әгәр инде теге шушы вакытта гына булса, бәлки алданрак кирәк булмады микән дигән ой туды. Перевод. Я могу переводить? В микрофон. Да. Сегодня именно произошла вот эта презентация этого ролика. То есть сегодня ее премьера. В открытом доступе он находится на YouTube-канале нашего института. Наш институт сотрудничает с различными учреждениями, и мы надеемся, что как раз этот ролик можно будет показывать, в том числе, вот, например, у нас есть договоренность с МФЦ, с Национальным музеем. Мы взаимодействуем с различными СМИ, например, «Миллиард татар», которые точно так же размещают наши ролики на своих ресурсах. Поэтому аудитория будет постоянно, я надеюсь, расти, поскольку, например, в зависимости от тем, ролик «Краткая история татар» на сегодняшний день собрал около 2 миллионов просмотров. То есть на протяжении, мы его подготовили еще в 2017 году, то есть за это время аудитория около 2 миллионов. При этом мы готовили вариант еще на английском языке, там тоже около 1 миллиона просмотров. Вот этот ролик мы тоже разместим, в том числе и на татарском языке. Поэтому я тоже надеюсь, что аудитория ролика будет постоянно расти, поскольку тема, на мой взгляд, интересная. И недаром на YouTube-каналах одно из наиболее популярных, как правило, ресурсов, если мы не говорим там о форматах интервью, а именно в научно-популярных форматах очень большой интерес вызывают именно истории различных народов. И вот мы надеемся, что как раз будем в этом тренде. Марат Мингалевич, сіздей деп Сын түгіл ме дегенде мен айтар едім, сын түгіл, чөнки біріншіден әлі жаны исәп әлі башланды гына бит ул. Ай дәвамында барачак.
әлбәттә алданрак булса әйбәтрәк булыр иде. Мин уйлыйм, гомумән хәзер безгә киләсе ян исәп турында уйларга кирәк. 10 ел әзерләнсәк, әлбәттә инде нәтиҗәсе дә әйбәтрәк булыр. Әмма менә бу ролик, мин уйлыйм, ул кешеләр өчен файдалы булыр, төрле кешеләр өчен. Кемдер үзенең татарлыгы турында һәм гомумән татар халкы нинди халык ул, кем без, аның турында бер нәрсә белмәгән кешеләр өчен дә файдалы булыр, чөнки монда ниндидер төп информация бирелә. Һәм шулай ук үз тарихы белән, үз мәдәнияте белән кызыксынган кешеләр өчен дә кызык булыр, чөнки анда кайбер менә соңгы елларда тарих фәнендә ясалган ачышлар бирелә, мәсәлән, менә безнең борынгы тарих буенча һәм башкалар. Мин уйлыйм, бу роликның аудиториясе шактый киң буларга тиеш. Спасибо, рахмат. Әйе, рахмет. Булгар радиосы Люция Шарафиева. Марат әфәнде, сорау сезгә иде. Менә бу перепись Кит Татаров, перепись населения дигән китап буенча. Монда 1719 елда безнең ревизия кенәгәләре дә бар бит инде, кайсы дәвердәнрәк алынды бу. Һәм андагы кайчанга хәтле алып барылды, күбрәк совет заманынарак алып барылды. Менә шул борынгырак тарихларга да татарларның роле турындарак сөйләсәк диде. Саны турында. Әгәр без бу китап турында әйтсәк, беренче битләрдән менә ачсагыз, монда ни дип әйтелә, гомумән Россиядә менә бу җан исәпкә нигез салу татарлар башлап җибәргәннәр һәм бу Алтын Урда чорында башланган. Чөнки салым җыю өчен бу кирәк булган һәм инде сез беләсез, Россия дәүләтендә Алтын Урдада булган бик күп традициялар дәвам ителгән, шул ук ямщиклар, ямлар, почта хезмәте һәм менә шул традицияларның берсе ул менә бу җан исәпләрне алу. Бу китапта без бөтен җан исәпләрне тәфсилләп аңлатырга тырыштык. Алар нинди булган, мәсәлән, башта ревизиялар булган, аларның асылы нидә булган, андары нинди үзгәрешләр булган, совет чорында нәрсәгә әһәмият биргәннәр, мәсәлән, туган телне беренче тапкыр качан сорау бирә башлаганнар туган тел турында. Менә һәрбер кеше җан исәбе кашан башланган, нинди формада барган, нинди документлар бар җан исәпләре турында һәм ул җан исәпләрдә бөтен җан исәпләрне без искә алабыз монда. Анда татар халкы ничек искә алына, моның турында тулы мәгълүмат, әлбәттә инде тулы дип әйтеп булмый, ул тулы мәгълүматлар ул академик хезмәтләрдә. Ә монда инде мөмкин кадәр без ул мәгълүматны бирергә тырыштык һәм инде менә сез күрәсез, монда мондый таблицалар, графиклар бар, алар бик теге гади кеше дә аңлый торган формада татар халкының саны ничек үзгәргән һәм мәсәлән туган телен нинди тел иттереп күрсәткәннәр төрле елларда, төрле гасырларда. Менә бу мәгълүматны бөтен җан исәпләр буенча Россия империясында, Россия дәүләтендә, Совет дәүләтендә һәм соңгы инде безнең 90 еллардан барган яңа җан исәпләрнең мәгълүматлары бөтенесе дә монда кергән. Да, конечно. Я добавлю еще тоже информацию. Дело в том, что почему мы решили презентовать и ролик, и вот эту книгу одновременно, поскольку они в какой-то степени дополняют друг друга. Дело в том, что когда мы говорили, когда готовилась эта книга, и сама эта книга «Татары в переписи», она также показывает, что развитие татарского народа происходило на протяжении определенного времени. Но фиксация этого народа в различных
перепись их населения могла происходить по-разному. То есть в каких-то критериях там учитывался, например, только родной язык. Где-то учитывалась национальность, как в советских этих переписях. Но для нас важно было показать, что вот это татарское население, оно все равно имело некое свое единство. И не случайно мы здесь отмечаем основные, вот в книге основные критерии. Это как менялось и фиксировалось, например, мусульманское население, как менялась татарская семья на протяжении времени, то есть фиксируя их по тому, как изменялся состав татарской семьи в ревизиях, в советское время. Отдельно мы затрагивали аспекты развития городской культуры татарского народа, потому что татарский народ — это в первую очередь, ну, сегодня это одна из крупнейших городских урбанизированных народов на территории России. И в этом плане вот в какой-то степени эта книга перекликается в том числе и с анимационным роликом. Мен әйткәндә, бу китапта шактый күп мәгълүмат табып була, җанисәп белән генә бәйле түгел, бик бүгенге көндә актуаль мәсьәләләргә, мәсәлән, сез ишеткәнегез бардыр инде, хәзер бик күп бәхәсләр купкан башкирцы дигән термин буенча, ясаклы чуваша дигән термин буенча, менә ул социаль катламнарның каян барлыкка килгәннәр, кем булганнар алар. Бу да шулай ук менә бу китапта бик теге гади, аңлаешлы формада бирелгән. Ленар Фархадинов, Бизнес онлайн. Бахтияр Искандерович, вы сказали, хотели максимально полно представить историю татар в этом ролике и даже увеличили для этого его размер. Тем не менее, если я ничего не упустил, ничего не сказано о Волжской Булгарии совершенно, ни разу, ни одним словом. Неужели они никакой роли в генезе татар не сыграли? Ну, во-первых, наш ролик, в нашем ролике мы постарались сделать основной упор на основных этапах и основных ключевых этапах формирования татарской нации. И татарский народ в первую очередь сформировался вот как раз в период существования Золотой Орды. Мы не стали делать многочисленные отсылки. Понятно, что у татарского народа есть многочисленные предки, тюркский каганат, Великая Болгария, и в том числе, конечно, и Волжская Болгария. Да, и Хазарии можно отнести, которые государственные этнополитические традиции передала татарскому народу. Но именно в период Золотой Орды вот сам татарский народ впитал вот эти все основные традиции, и именно в этот период сформировался как такой средневековая общность. Именно от Золотой Орды и появилось вот это само название татары, которое впоследствии просто уже развивалось, и сама нация формировалась с этого периода. Кроме того, у нас есть ролики, которые более полно рассказывают именно историю татарского народа, где мы на этих аспектах более подробно останавливаемся. И вот краткая история татар, она как раз посвящена этому. И в данном ролике мы решили просто не делать упор на этом. Это не значит, что мы как-то стараемся принизить роль Волжской Булгарии. Наоборот, если вы заметили, мы, когда говорим об, например, исламе в этом ролике, мы в первую очередь обращаемся к традициям Волжской Булгарии и принятию ислама в 1922 году, и что эти традиции, как раз исламские, были заложены еще в тот период. В этом плане вот как раз мы тоже делаем отсылку к этому. Менә бу очракта, аңлыйсыз бит инде. Менә бу очракта милли үзаң турында сүз алып барганда, безнең өчен нәкъ менә бу чырлар әһәмиятле. Алтын Урда чыры, анда Бахтияр әйткәнчә, менә бу татар милләте формалаша башлый, урта гасыр милләте буларак. Инде әгәр дә без Алтын Урда таркалганнан соң башка ханлыкларның тарихын белмибез икән, без аңлата алмыйбыз, аңлый алмыйбыз, ни өчен безнең Кырым татарлары бар бүген, ни өчен Касым татарлары бар, ни өчен Сибир татарлары бар, һәм башка төркемнәр. Нәкъ менә бу татар халкының этник төркемнәренең барлыкка килүен аңлатыр өчен безгә менә бу чыр әһәмиятле. Әгәр дә без бу чырны, ул тарихны аңламыйбыз икән, biz umuman bizning ni uchun bizning tatar millati shunday ko'p turli, ko'p komponentli ekanini anglay olmaymiz. Mana shuning uchun ahamiyatli.
Рифат Каюмов, Татар-информ. Марат Мигалич, айтыңызшы, татарлар саны ничек үзгәргән гасырлар дәвамында сезнең андый мәгълүмат бардыр китапта? Аннары татар булу, менә сезнең үзегезнең шәхсән нәрсә ул татар булу үзегез өчен? Ох, бу бик катлаулы сора. Монда инде һәрбер кеше үзе хәл итә, ул үзен татар милләтенең бер баласы, бер азасы дип хис итәме, юкмы? Бу бит моны бездә бит бернинди рәсми комиссия, я департамент, син чын татар, син 90% татар, син чын татар түгел дигән документ беркем дә бирмис безгә имә. Бу бары тик безнең үзебезнең эштәге хисебез, халәтебез имә. Нинди рухта син яшисең, нинди рухта син балаларыңны тәрбиялисең, нинди традицияларны дәвам итәсең, кемнең дәвамчылары иттереп сизәсең. Чөнки әгәр син үзеңне татар иттереп сизәсең икән, димәк син меңәрчә еллар тарихның дәвамчысы иттереп сизәсең үзеңне. Шул гасырлардан килгән традицияларны, гореф-гадәтләрнең, ниндер йолаларның дәвамчысы иттереп сизәсең һәм син аларны киләчәк буыннарга югалтмыйча тапшырга дип җаваплы, менә шул җаваплыкны сизәсең. Һәм инде әлбәттә һәрбер кеше менә өчен бу татарлыкның ниндидер үзенең нюанслары бар. Кемнеңдер бу татар теле белән, туган теле белән бәйле. Кемнеңдер бу дин белән бәйле, чөнки без беләбез, безнең татар тарихында бу ислам диненең йогынтысы бик зур роль уйнаган. Кемнеңдер бу мәдәният белән, безнең бай татар мәдәнияты белән бәйле. Һәм башкалар. Менә үзенең татарлыгын һәрбер кеше үзе генә тасвирли һәм хәл итә ала. Монда беркем дә стәнме, каймы, ниндер рәсми басым ясый алмый. Без бары тик мәгълүмат, шундый мәгълүмат бирергә тырышабыз. Менә бу безнең төрле төркемнәрне бергә бәйли торган, бергә берләштерә торган нинди элементлар бар. Чөнки менә әгәр дә сез татарлар яши торган төбәкләргә барсагыз, анда кайбер кешеләр әйтергә мөмкин. Менә бездә шундый традициялары бар, шундый матур гореф-гадәтләр бар. Бер кайда алар юк. Менә ул бездә генә безнең, мәсәлән, Касыйм татарларына хас булган үзенчәлекләр бар. Әгәр дә син гомумән татар тарихын карасаң, ул бит башка төркемнәргә дә хас булган. Ул гомумән татар традициялары. Менә без шуны аңлатырга тырыштык. Нинди генә үзенчәлекләр булмасын, барбер асылда без бер милләт буларак формалашкан һәм менә бу тарихи традициялар хәзердә дәвам итә. Ә инде сан үзгәрү буенча әлбәттә монда таблицалар бар, монда төгәл саннарны сез карый аласыз. Алар барсы да монда күрсәтелгән. Хәтта ничек теге шәһәр халкы ничек үзгәргән, татарларның урбанизация ничек барган, аңар махсус бер өлеш бирелгән. Чөнки борынгырак чырларда безнең халык күбрәк авылларда яшәсә, соңрак чырларда инде урбанизация башлана. Һәм инде монда шулай ук татар гаиләсе ничек үзгәргән, ничә балалы гаиләләр, менә бу ситуациядә монда барсы да тасвирланган. Бәлки берничә санны да ташсыз. Бәлки берничә санны әйтеп китерсез. Һәм татар дип кайчан языла башлаганбыз без шул хакта, кайсы елларда? Беренче термин татармыз когда появился, в какой период? Ролик, если вы видите, как раз есть упоминание о середине VI века. Нет, в переписях имеется. В переписях? В переписях, ну, если мы берем, например, первоначально она фигурирует и в XVI веке. То есть это 16-17 век песцовые и подворные переписи, так называемые, когда фиксировались дворы служилых татар. Вот уже тогда термин татары появляется. Но, конечно, он и фиксировался в некоторых случаях и раньше, когда вот
если мы берем в целом документальные источники, когда идет фиксация, например, войск того же самого касимовских ханов, то есть это тоже фиксация татар уже тогда происходила. А в переписях, да, это в песцовых книгах в XVIII веке также фигурируют имена татар, это ясачные татары, служилые татары. Мы как раз в переписях показываем, что те ревизии, которые проходили на территории Российской империи, основная задача этих переписей, этих ревизий, был в первую очередь административно-фискальный учет. То есть необходимо было определить вот эту налоговую, так сказать, базу для российского государства. И в описание попадали многочисленные группы татар, но поскольку они имели свои особенности хозяйствования и особенности службы перед государем, то фиксировались они в различных вот таких сословиях. Это могли быть так называемые мещеряки, служилые татары, ясачные татары, частично кряшины, новокряшины, которые фиксировались. То есть вот мы как раз постараемся показать, что сами ревизии это не такая вот, как в современном понимании, перепись населения, а это фиксация именно податного сословия налоговых, то есть тех людей, которые должны платить подати государю. И только уже с переписей советских начинается фиксация национальности. И не случайно вот мы в ролике показали в 1926 году всесоюзную перепись населения, которая зафиксировала рост и количество людей, которые начинают фиксировать себя именно как татары. То есть уходят постепенно вот эти многочисленные локальные этнонимы, региональные самоназвания, которые вот постепенно просто смываются, поскольку татарская нация развивается и объединяет в себе вот эти многочисленные этнические группы. Менә саннар турында әйткәндә, мәсәлән, 43-нче биттә үзегездә карый аласыз, динамика численности татар граждан дигән таблица бар. Бу күрсәтә татар халкы авыл халкыннан шәһәр халкына кашан әйләнгән. Менә мәсәлән, беренче сан 1719 елда 1800 генә татар шәһәрләрдә яшәгән. Бу әлбәттә инде зур дәүләт өчен, Россия өчен бик аз, 1%-тан да азрак. Әкрен-әкрен бу сан үсә башлый һәм инде 1795 елда 10,900-гә үсә. Андары 1833 елда 23,500, андары 1857 елда 29,700 һәм инде күпләп 1897 елда бу 110,900-гә менә. Бу димәк инде менә бу 19 гасырның ахырындан инде татар халкында урбанизация шактый зур дәрәҗәдә булган. Менә кай вакытында әйтәләр, менә совет властьларына татарларны шәһәргә китерә, эшчеләр ясы юк. Әлбәттә, совет чорында бу процесс бик нык барган, чөнки анда махсус сәясәт булган, колонизация һәм башкалар. Әмма менә бу авылдан шәһәргә күчү бу инде революция кадәр башланган чор. Һәм бу саннар күрсәтә 1897 елда инде бу сан 29,000-дән 110,000-гә менә татарларның шәһәрләрдә яшәүе. Һәм менә бәлкем тагын бер үрнәк шулай ук бу 54-нче биттә бу күрсәтә татарлар арасында яш буенча группалар ничек бүленгән. Һәм монда без күрәбез 1959 елдан алып 2010 елга хәтле бу инде яңа мәгълүматлар. Монда безнең урта яш группасы, ягъни 15-59 яш группасы үсә бара. Һәм инде ылы яшьтәге группа, бу инде 60 яшьтән ылы булган кешеләр группасы шулай ук әкрен генә үсә бара. Бу инде әлбәттә күрсәтә теге медицина мөмкинлекләре, социаль тәэмин итүнең дәрәҗәсен, ягъни кешеләр, күбрәк кешеләр 59 яшьтән узып 60 яшькә җитәләр. Һәм инде шулай ук менә бу саннар бик кызык, аларны чагыштырма рәвештә карап була.
Спасибо. Да, Ая? Здравствуйте, Милюша Хакимова, ТНВ. Я хотела даже выразить благодарность от молодежи, от лица молодежи, потому что вы сказали, что представление книги и ролика дополняют друг друга, и это действительно так, потому что ролик очень такой яркий, интересный и привлекает внимание молодежи. И это очень классно, что татары действительно гордятся и говорят везде, что мы всегда впереди, и действительно книги, такие видеоролики, они повышают активность и заставляют все больше и больше гордиться. Спасибо вам. Спасибо. Ну, я хотел еще дополнить здесь. Дело в том, что поскольку у нас уже был опыт вот, подготовки роликов, и мы заметили, что действительно вот основная аудитория вот таких каналов, YouTube-каналов, она, конечно, очень молодая, как правило. И ну вот аудитория, например, нашего канала, в основном это люди от 19 до 40-45 лет. Конечно, там есть разброс более широкий, но вот такие вот молодежные там, варианты, там, когда преподносится в нашей популярной форме история, она вот востребована вот этой категории населения. И просмотров со стороны вот этой аудитории гораздо больше, конечно. И поэтому мы вот понимаем, что с одной стороны книги, она вот на такую широкую аудиторию для тех, кто действительно подробно интересуется историей, а вот хотя бы зацепить внимание молодежи, привлечь внимание, вот мы стараемся в виде таких научно-популярных роликов. Надеюсь, мы вот тоже будем готовить. Есть у нас идея, что каждую книгу стараться представить, в том числе вот через такие ролики. Это такая тяжелая работа, поскольку для одного научного института это, конечно, не такая простая задача. Спасибо. А вам не кажется, что вот такими роликами вы будете, так сказать, молодежь от книг отвлекать, и такое восприятие истории, вот 10-минутное, для них этого будет достаточно, они особо и не будут углубляться дальше? Честно говоря, нет. Наоборот, я вот заметил, что если человеку не нравится читать, он и не будет читать. Его не привлечешь рекламой книги, там, размещением этой. Мы уже и так стараемся максимально книги свои научные выкладывать и в соцсетях, и в различных вариантах там презентаций делать. Но если человеку не интересно, он не будет читать. С другой стороны, то есть, когда будут появляться эти ролики, возможно, человеку будут появляться в том числе и вопросы, если его сверстники интересуются. Например, огромные дискуссии возникают вокруг там, краткой истории татар, наш ролик, у нас там многочисленные комментарии, когда люди между собой начинают спорить. И мне кажется, наоборот, вот это может зацепить, что человек может заинтересоваться каким-то сюжетом, он прочитал там, комментарии, мнения, и в этом плане, мне кажется, наоборот. Чем больше молодежь будет смотреть, тем лучше. Единственное, что есть, конечно, вот, например, в целом вот идея вот еще для более юной аудитории делать эти варианты, но это уже необходимо, конечно, со специалистами работать, чтобы они говорили, как лучше преподносить эту историю. Вы знаете, ролики и наши публикации там, в Дзене, да, и книги, они не заменяют друг друга ни в коем случае, а наоборот дополняют, вот как Бахтияр сказал, да, и мы видим, что те, кто никогда, может быть, раньше не думал прочитать какую-то книгу, да, по истории татар, вот многие, посмотрев именно ролики, многие, почитав вот эти популярные такие очень короткие наши публикации на наших пабликах, они спрашивают, а где об этом можно прочитать поподробнее? Это реально очень много таких запросов. И мы видим по статистике пользования, скажем, на нашем сайте, где все наши книги выложены, книги читают по-прежнему, то есть мы не видим какого-то существенного оттока аудитории. Напротив, мы считаем, и мы это видим, статистика это показывает, что вот такие популярные вещи, они расширяют
эту аудиторию, да, и мы сами даже удивились, например, что, скажем, наши книги академические, да, которые у нас на сайте размещены, их скачивают не только на территории Татарстана, не только на территории России, но и там в Европе, в Турции, в Казахстане и даже в таких, казалось бы, странах очень далеких, как Чили, например. Да? Ну вот кого в Чили может интересовать татарская история? Оказывается, интересует. Оказывается, интересует. То есть я бы не сказал, что это как-то отвлекает от чтения. Наоборот, это те, кто не будет читать, он и так не будет читать. Но тот, кто, может быть, без этого ролика никогда не задумался о своей идентичности, да, почему он татарин, почему он там живет, например, где-то там, я не знаю, Магнитогорске и так далее, его семья уже несколько поколений, да, как они там оказались. Вот благодаря таким популярным вещам, наоборот, интерес у них возникает как-то углубиться. Мы очень много видим, что люди пишут: да, спасибо, что вы написали, вот упоминали здесь татарские роды, да, всегда, когда мы пишем о них, да, я принадлежу к этой династии, но вот у меня не было никакой информации, где я могу прочитать вот об этих древних родах и так далее. Спасибо. Еще хотел задать вопрос. Вот как могут ли люди вот использовать эти ролики, как могут ли вот залить свои там инстаграмы, там социальные сети, и если какие-то условия у вас? Ну, вообще, я уже говорил, что в принципе мы, конечно, не отказываем. Вот к нам обращаются организации, которые хотят разместить на своих порталах все эти ролики. Но другое дело, что, конечно, в общем, в принципе, с YouTube люди могут скачать. Тут я не думаю, что у кого-то есть, кто задастся целью, есть препятствия для того, чтобы скачать. Ну, мы стараемся эти материалы, конечно, вот размещать на своих порталах, поскольку ну, все равно есть опасность, что будет нарезаться или там монтироваться эти ролики. И, например, мы будем считать, что это все равно как вот художественный фильм или художественное видение определенное. И изменение вот этого художественного произведения, оно в какой-то степени может быть повредить, да, и замыслу, и те же авторские права, да. Но это как все равно, что взять книгу и, например, нарезать ее так, как тебе удобно, и, в общем, может получиться в конечном итоге совсем другое произведение. Поэтому как так с осторожностью. Спасибо. Ссылку? Да, ссылку, да, безусловно, не то есть у ограничен. нас всегда, да, мы стараемся размещать. Тогда вот нет ли у вас такого там плана сделать ролики более короткие, потому что вот, например, Инстаграм, ТикТок, они ограничивают? Есть у нас, конечно, были такие мысли, но, вы знаете, тут все упирается в то, что вот наш институт — это в первую очередь научные сотрудники. И основной, я думаю, основное богатство нашего института — это те научные работы, которые люди годами, работая в архиве, вычитывая в библиотеках гору литературы, выдают труды с выверенными фактами, выверенными материалами, и уже вот потом дело людей, которые вот доходят до этих книг, потом перерабатывать и вот сделать какие-то короткие видео в Инстаграм. Мы планируем, конечно, вот какие-то варианты в кратких таких отрывки размещать в Инстаграм, там, тех же самых и телеграм-каналах. Но вот на поток эту работу для научного учреждения поставить очень сложно, поскольку тут действительно требуется большая работа вот целой команды, которая могла бы заниматься этим постоянно, ну, такой, на постоянной основе. Спасибо. У нас вообще, я уже об этом как-то говорил, у каждого сотрудника, я уверен, если вы к нему подойдете, у него есть как минимум 2-3 идеи, 2-3 истории, по которым можно написать художественное произведение, снять художественный или документальный фильм, да, потому что история наша действительно настолько богата, и там можно найти там всякие приключенческие моменты, да, какие-то там любовные истории, боевик. Вот любой жанр возьмите, там истории куча.
Но, к сожалению, или там, к счастью, да, мы академические ученые, мы занимаемся тем, что мы пишем вот книги, да, мы приглашаем журналистов, писателей, сценаристов, приходите к нам, мы никому не отказываем. Вот поверьте, нету такого случая, когда кто-то пришел бы в институт за помощью, да, с предложением сотрудничать, чтобы его там отпустили, там, не оказав какую-то помощь и так далее, и так далее. То есть, если есть среди тех, кто этим занимается профессионально, среди журналистов, среди писателей, среди сценаристов, те, кто заинтересован в сотрудничестве, мы всегда этому рады, мы готовы оказать любую помощь, предоставить информацию, но, к сожалению, вот сами снять фильм какой-то, да, или спектакль поставить, это мы, конечно, не сможем. Мы делаем то, что в наших силах, то, чему мы обучены, да, а уже остальное, это может быть только плодом сотрудничества с нашей творческой интеллигенцией, да, как говорили раньше. Мы всегда открыты к этому. Я бы хотел добавить еще, вот здесь уже коллеги правильно отметили, что действительно наш институт – это все-таки научное учреждение, и в этом основная наша ценность. То есть не в роликах, не в чем-то, а именно в научных исследованиях. Конечно, мы понимаем важность популяризации истории, продвижения наших научных достижений, это мы все, безусловно, осознаем, и мы видим и нужность, необходимость современного формата подачи этой информации, да. В меру своих сил мы действительно это делаем, но я хочу подчеркнуть, коллеги, важный такой момент, что никакая популяризация невозможна там, где нет научной базы. Потому что, чтобы что-то рассказать коротко, доступно, понятно, популярно, или рассказать, или показать это в ролике, в фильме или еще где-то, сначала должны быть проведены действительно кропотливые научные исследования. Если научные сотрудники не будут успевать делать эту научную работу, то не будет никаких роликов. Наступит день, когда вся популяризация кончится и нечего будет популяризировать. Потому что мы больше нового ничего не выдадим, никакой новой информации. Потому что все проекты по популяризации, которые мы делаем, вот взять ли татары в переписях населения, либо мы ряд других проектов осуществили, или, например, в свое время мы в 2016 году выпускали научно-популярное издание, посвященное Татарской ССР в годы войны, «Нам жить и помнить». Тоже такая популярная вещь была. Но все это именно стало возможным и стало доступным именно благодаря тем многолетним исследованиям, которые научные сотрудники проводили в архивах, в библиотеках. И если мы будем только заниматься съемками фильмов, роликов и так далее, у нас перестанут осуществляться научные исследования, мы будем просто физически не успевать, и, соответственно, вся популяризация кончится в какой-то момент. Вот это очень важный аспект, который все мы должны с вами понимать. Спасибо. Спасибо. Рахмат. Если нет вопросов, то заканчиваем пресс-конференцию. Спасибо вам большое. Спасибо.